Столица Казахстана Нур-Султан принимает в эти дни высокопоставленных гостей. Здесь проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Кыргызстан на нем представляет председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров. Стоит отметить, что заседание Евразийского межправсовета в узком формате прошло под председательством Акылбека Джапарова. Он призвал стороны Союза к более тесному взаимодействию в решении основных направлений в работе Союза на текущий год. В свое время их озвучил председатель Высшего Евразийского экономического совета Садыр Джапаров, президент Кыргызстана. Это достижение целей, заложенных в стратегических направлениях развития экономической интеграции до 2025 года, выработка и внедрение эффективных мер и механизмов для оперативного устранения барьеров, усиления промышленной кооперации, решения проблем обеспечения продовольственной безопасности в государствах-членах интеграционного объединения, также выработка согласованных мер реагирования на вызовы изменения климата. Впереди у председателя Кабинета министров сегодня еще несколько встреч. Это переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, также главой белорусского правительства и с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Уже завтра состоится встреча Акылбека Джапарова с президентом Казахстана и пройдет само заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Ожидается, что в рамках него будут рассмотрены макроэкономические ситуации в странах Евразийского экономического союза, ход реализации соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию интеграционного объединения, и соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. В частности, ранее Акылбек Джапаров на своей пресс-конференции в Бишкеке заявлял, что намерен здесь, в Нур-Султане, поднять вопрос о свободном перемещении грузов. Однако после этой пресс-конференции состоялось первое заседание Кыргызско-казахской межправкомиссии, и тогда стороны договорились, что машины с электронными счет-фактурами досматриваться на границах не будут. Особое внимание стороны планируют уделить обсуждению дорожной карты по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах Союза в 2022-2023 годах. Екатерина Такамбаева, Джантай Макенов, Пирамида, Нур-Султан.